Чебоксары. Дедушка, а почему у города такое необычное название? О, это непростой рассказ, как и сам город. Его нужно понять. Чебоксары – это город с многовековой, богатой историей, со своими преданиями, мифами и загадками, которые мы сейчас с тобой попробуем разгадать. Русское название города – Чебоксары, чувашское – Шупашкар. Кажется, что оба названия очень похожи по звучанию, однако они имеют различные значения. И мы не знаем, какое из этих названий города было первоначальным. Дедушка, а что же такое Шупашкар? Версий несколько. Одна из чувашских легенд гласит, что старик Шупаш со своим внуком во время долгих скитаний однажды пришел к прозрачному роднику напиться воды. Вода оказалась чистая и вкусная, а места, окружавшие родник, поразили путников своей красотой. Поэтому они решили здесь остаться. Возможно, это просто красивая легенда. По версии некоторых ученых, слово происходит от тюркского «субаши», что означает «глава войска». Следовательно, чувашское название означает «город военно-начальника». По другой версии, это переводится как «крепость Шубаша», то есть укрепленное поселение, главой в котором был некий Шубаш. Тогда легенда может оказаться правдой. Старик Шубаш действительно пришел сюда со своим верным оруженосцем напиться воды из родника и основал поселение. Другая версия происхождения названия также связана с водой. Шупашкар в переводе с чувашского «водой огражденный». Город в самом деле, согласно картам, с одной стороны был огражден Волгой, с двух других – многоводной в те времена рекой Чебоксаркой, а с четвертой стороны – еще и рвом с водой. Еще одна версия. В Вологодской области есть поселок Чебсара, созвучный слову Чебоксары. Считается, что название исходит из финно-угорского языка. Слово «сара» имеет несколько значений – разветвление, развилка или приток. То есть, по этой версии, Чебоксары могут означать приток или разветвление реки Чеб. Ряд ученых, сравнивая названия населенных пунктов и речек верховых Чуваши, говорили о том, что Сары – это заводь, образующаяся в устье. То есть Сары – устье реки Чебоксарки, а составная частица Чабак – название рыбки типа окуня, которой в этом месте было в изобилии. Подтверждение этой версии можно встретить в словаре чувашского языка, составленного Ашмарином. Чабак в чувашском лещ, подлещик. Еще одна версия происхождения слова Чебоксары. По ней название составлено из двух слов – чебок и сари. Сари – это слово «сарай», «дворец». Перевода слова «чебок» нет, поэтому это, возможно, имя некоего Чебока,
местного князя, который поставил себе в этом месте укрепленную резиденцию, а затем вокруг нее вырос небольшой город. Получается дворец, только уже не Шупаша, а Чибока. Вопросы вызывает и то, какое из названий, русское или чувашское, было первостепенным. Чебоксары – столица Чувашской республики. Но имя чувашской столицы она носила еще задолго до этого, середины XIX века. Огромное количество народных преданий создано чувашами о происхождении этого города. Сами чувашские крестьяне выделяли его среди других городов. Здесь, на этом месте, когда-то стояли древние чувашские кереметища, которым поклонялись наши предки. Одно из них, по преданию, находилось там, где сегодня Спасо-Преображенский монастырь, второе – на месте Веденского собора. И жили там Йомзи, Чебак и Сар. И когда пришли русские, говорится в легенде, поднялась сильная буря, и дух Керемети вылетел из этого места. По сегодняшним архивным разысканиям нам известно, что была и третья Кереметь, ее называли Малая Кереметь, на месте Геронтьевской пустыни. Вот треугольник, который можно провести от этих трех Кереметей, он покрывает историческую часть города. Таким образом, чуваши помнили о своем прошлом и сохранили это в народных преданиях. И что же из этого правда, дедушка? Сложно сказать. Споры идут и по сей день. Ты можешь выбрать ту версию, которая тебе больше нравится. Но знать должен все. Первые упоминания города Чебоксары в русских летописях относятся к маю 1469 года. Именно этот год принято считать датой основания города. Как определить дату основания Чебоксар? Вообще в урбанистике есть три основных подхода. Первый – это когда мы по археологическим находкам определяем, что вот с такого-то времени на этом месте жили люди. Второй способ, он самый простой, но он такой редкий-редкий. Это когда у нас есть точная дата основания города. И, наконец, третий, самый распространенный способ – это первое летописное упоминание города. И в этом году, в 2019, мы отпраздновали не дату основания города, мы отпраздновали дату первого летописного упоминания Чебоксар. 550 лет назад просто на данном месте остановилась рать Ивана Руно, которые заночевали здесь. Но археологические артефакты говорят о том, что люди жили здесь значительно раньше. В летописи, описывающей поход русских войск воеводы Ивана Дмитриевича Руно из Нижнего Новгорода на Казань, Чебоксары упоминаются как хорошо известные поселения на Волжском пути. Ночевали на Чебоксарке, а от Чебоксаря шли весь день. Да и ночь всю шли, а приедоша под Казань на ранней заре. Наименование города здесь употребляется в форме единственного числа – Чебоксар. При раскопках археологами в Чебоксарах был найден фрагмент берестяного сосуда с русской надписью и орнаментом, датируемый первой четвертью XVI века. Говоря об археологии Чебоксар, можно сказать, что она начала изучаться достаточно давно, еще с довоенного времени, но планомерно, целенаправленно лишь с 1969 года, когда появилась новостроечная экспедиция, связанная с строительством Чебоксарской ГЭС. И тогда наш город стал достаточно масштабно изучаться. Экспедиция действовала с 1969 по 1973 год, а также активные работы шли в 1979-1980 годах. Потом шел длительный перерыв в изучении города, и возобновились они уже в 2000-е годы и уже в другой части города, топографически в верхней части, в кремлевской части в основном города. Именно благодаря археологии удалось понять истинный возраст города. А истинный его возраст отличается от заявленной даты в 550 лет, юбилейной даты. Город на самом деле старше на порядка где-то 200 лет. Историки же утверждают, что населенный пункт здесь существовал и раньше, и был основан еще в XIII веке переселенцами из болгарского города Сувар. По данным археологических раскопок, на месте города Чебоксары в XIII-XIV веках существовало булгаро-чувашское поселение. Найдена, например, болгарская керамика,
которая была известна еще до 1236 года. Одной из наиболее массовых находок среди археологических артефактов является керамика. Особенностью чебоксарской керамики является то, что эта керамика появляется с приходом русских, поэтому большая ее часть относится и к русской керамической традиции. Среди них встречается как белоглиняная керамика, сероглиняная, ну и самая поздняя – это поливная, которая встречалась до середины 20-го столетия. Сегодня Чебоксары, Шупашкар – большой город, столица Чувашской республики, ее административный, экономический и культурный центр. Город удобно расположен на высоком правом берегу Волги, в 678 километрах к востоку от Москвы. В древности город был полностью окружен водой. Это важно было для обороноспособности. С одной стороны Волга, с двух других Чебоксарка, с четвертой стороны был широкий ров с водой. И в наше время город окружает вода. Река Волга, Чебоксарское водохранилище, реки Чебоксарка и Кайбулка. Сегодня Чебоксары – это крупный транспортный узел, в котором пересекаются железнодорожные, водные и автомобильные магистрали. По данным Чувашстата, численность постоянного населения города Чебоксары на 1 января 2018 года составила 502,3 тысячи человек. Площадь города – 250,9 квадратных километров. Общая протяженность границ города составляет 83,3 километра. Климат здесь умеренно континентальный. Зима морозная, снежная, продолжительностью в среднем 5 месяцев. Лето теплое, иногда жаркое, продолжительностью 3 месяца. История Чебоксар делится на два этапа. Первый этап – это 12-13 века, когда здесь, в устье реки современной Чебоксарки, было основано болгарское поселение. Но, предположительно, здесь население занималось торговлей, обслуживало приезжающих караванов судов и тому подобное. После 1552 года, когда пало Казанское ханство, начинается новый этап истории Чебоксар. Как известно, горная сторона, территория современной Чувашии, она взошла в состав русского государства в 1551 году. На следующий год покорена левобережная сторона, это территория Казанского ханства, и таким образом вся территория Среднего Поволжья оказалась в составе русского государства. Главенствующее положение в застройке занимал Кремль, расположенный на самой высокой и защищенной точке холма. С севера и юга подступы к Кремлю были затруднены естественными обрывистыми склонами. С запада преградой для неприятеля служил глубокий ров длиной 200 саженей. В 1551 году, когда территория Чувашии вошла в состав русского государства, по велению Ивана Грозного строится ряд крепостей, и в том числе город-крепость Чебоксар. В июне месяце 1555 года в наш край прибывает архиепископ Свияжский и Казанский Гурий. Он освящает место на строительство крепости иконой Владимирской Божьей Матери. Эта икона и по сей день охраняет наш город. Она сейчас у нас находится в Веденском кафедральном соборе. С востока к Кремлю примыкал посад, развивающийся в одном восточном направлении. Возможно, что Чебоксарский Кремль возводился под руководством именитого в годы правления Ивана IV дьяка Ивана Выродкова. Удобное месторасположение поселения привело к расширению области деятельности горожан. Кроме военных, здесь появились торговцы, ремесленники, священнослужители. То есть крепость превращалась в быстро развивающийся город. В XVI – первой половине XVII века была построена первая соборная Введенская церковь. Сперва полотняная, а затем каменная. В 1566 году по указу царя Ивана Грозного на территории посада был создан Свято-Троицкий мужской монастырь. Наш монастырь был основан 1566 года и существовал до 1920 года, когда он был закрыт и разрушен. Постепенно монастырь восстановился. И молитвами и труды, конечно, нашего митрополита Варнавы, который первый, это его забота и с любовью он восстановил монастырь.
Мы имеем более 200 прихожан, которые регулярно приходят на службу и в воскресной школе, где учатся около 100 человек, и дети, и взрослые. В XVI – первой половине XVII века в Чебоксарах построили еще Преображенский мужской монастырь, Николаевский и Благовещенский женские монастыри. Женский монастырь в крепости был основан в 1586 году. Он назывался и Никольским, и Иоанно-Предтеченским. Но судьба его сложилась печально. В 30-е годы XX века он исчез окончательно. Ну а из обломков женского монастыря был построен один из самых красивых домов жилого назначения советской эпохи, Вцыковский дом, как его называют в городе. В 1625 году в Чебоксарах насчитывалось 458 военнослужащих, а по данным 1646 года в посаде проживал 1661 человек мужского пола. К концу 17-го столетия военное значение отходит на второй план. В центре – торговля. Город стал известным торговым центром Поволжья. Развитие торговли, распространение православия и массовое крещение чувашского народа привели и к архитектурному расцвету города. Разрастались церкви и храмы. В городе развивалось и колокололитейное производство. Чебоксарские колокола были известны в России. С конца XVII до второй половины XVIII века в истории градостроительства Чебоксар отмечен необычайный размах каменного строительства. В этот период были возведены основные памятники религиозного назначения и гражданского зодчества. Построены Вознесенская, Покровская, Воскресенская церкви. Церковь Михаила Архангела была построена в 1702 году. И она успела еще 2 года постоять рядом с крепостной стеной. Рядом с этой церковью находилась еще маленькая церковь Параскевы Пятницы, и единой для них была отдельная колокольня. К самым ранним образцам каменного гражданского зодчества Чебоксар относится здание, известное в литературе под названием «Дом купца Зелейщикова». Успение Богородицы – название этой церкви. В 1763 году она была построена на средства купца Дряблова. Эта церковь, к сожалению, пострадала. При создании Чебоксарского залива первый этаж ее был запечатан бетоном, поскольку считали, что вода поднимется выше и вокруг церкви будет вода. Осталась только основная часть Успенской церкви. По результатам первой ревизии 1723 года в Чебоксарах насчитывалось 1924 человека мужского пола. К концу XVIII века Чебоксары являлись самым крупным городским поселением на территории Чувашии. В 1722 году город посетил император Петр I. Для обеспечения торговых интересов России на Каспийском море и сдерживания турецкой экспансии в Закавказье Петром I в 1722-1723 годах был предпринят персидский поход. 15 мая 1722 года, провожаемый толпами народа под звуки военной музыки, звон колоколов и пальбу из пушек, Петр I в сопровождении жены Екатерины I и свиты, куда входили генерал-майор Головин, тайный советник Толстой возглавлял походную канцелярию, кабинет-секретарь Макаров, князь Кантемир, живописцы, ученые, танцоры, музыканты и другие, отправился из Москвы по рекам Москва и Ока в Нижний Новгород для соединения с основным караваном и далее до Астрахани. Императора сопровождали 2 батальона гвардии, личный конвой и 2 армейских полка со снаряжением. Для ускорения плавания по всему пути были приготовлены переменные команды гребцов из крестьян. Из походного журнала 1722 года известно, что в полдень 1 июня суда прибыли в Чебоксары, где произошла смена гребцов. Петр I сошел на берег и посетил дом местного купца, с которым беседовал около 15 минут. После короткой остановки караван продолжил путь, но был застигнут непогодой и заночевал у берега, а утром прибыл к новой хлебной пристани у деревни Козловка,
где догнал галеру императора. Стоянка и здесь была недолгой. В 10 часу плавучий караван направился к Свияжску. Вероятно, купцом, которого посетил император, был один из братьев Игумновых. Игумновы входили в число крупных купцов Чебоксар. Братья Михаил и Алексей Федоровичи владели мельницами, винокуренными, солотопенными, воскобойными, кожевенными заводами. Торговали с заграницей, Сибирью, Архангельском, Астраханью, Петербургом и другими городами. В 1767 году императрица Екатерина II решила совершить путешествие по Волге из Твери в Симбирск. Она собиралась ознакомиться с состоянием дел в Поволжье, посетить прибрежные города, монастыри и достопримечательные места. 25 мая императрица прибыла в Чебоксары. Там ее встречал губернатор Казанской губернии Квашнин-Самарин, чебоксарский воевода и множество дворян. Во время краткого пребывания в городе Екатерина II посетила собор Троицкого монастыря и дом Соловцова. Чебоксары для меня во всем лучше Нижнего Новгорода. В фонде Чебоксарской воеводской канцелярии Государственного исторического архива Чувашской республики находится дело о проверке состояния погребов, заготовки съестных припасов в связи с предполагаемым проездом через город Чебоксары Екатерины II, о подборе и украшении в городе Чебоксарах дома для встречи и остановки императрицы. Через 31 год после Екатерины II, в 1798 году, в ходе путешествия на гужевом транспорте из Павловска в Казань, город Чебоксары дважды посетил император Павел I с сопровождавшими его старшими сыновьями Александром, будущим императором Александром I, и Константином. Цель поездки – смотр войск Оренбургской инспекции, в которую входили воинские части, расположенные в Оренбургской, Казанской, Уфимской и Пермской губерниях. 23 мая гости остановились в городе на обед, а на обратном пути, в ночь с 30 на 31 мая, на ночлег в доме купца первой гильдии Клюева. Дом купца Клюева располагался на Покровской улице, на правом берегу реки Чебоксарки, перед Покровской церковью. Теми же улицами, по которым ранее изволил проехать Павел I, проехал и Александр Пушкин на пути в Оренбург. Бывали в городе Александр Радищев, Николай Некрасов, Лев Толстой, Гавриил Державин. Академик Йоган Готлиб Георгий, посетивший Чебоксары в 1774 году, писал: 13 красивых каменных церквей, 4 монастыря, ратуша и некоторые солидные купеческие дома придают городу приятный вид. Несмотря на всю значимость и красоту каменных строений, они составляли лишь малую часть построек в городском ансамбле того времени. В большинстве своем город оставался деревянным и часто страдал от пожаров. Основное занятие жителей была торговля, и не случайно. Когда город наделяли землей, оказалось, что выгонные земли уже заняты землями помещиков. У чебоксарцев не было возможности заниматься сельским хозяйством, как жителям других городов. Оставалось заниматься торговлей и предпринимательством. XVIII век – это время расцвета Чебоксар как торгово-промышленного центра. Основной торговлей являлась торговля хлебом. Разбогатев на этой торговле, чебоксарские купцы вкладывали средства в промышленность. Крупные пожары произошли в 1704, 1720, 1755, 1758 и 1773 годах. После крупнейшего пожара 1773 года выгорело более 2/3 территории Чебоксар. Был нанесен сильнейший экономический ущерб городу и чебоксарскому купечеству. В докладе казанского губернатора фон Бранта, направленном в Сенат, сказано: апреля 30 числа в городе Чебоксарах был пожар, в котором сгорело церквей 29, обывательских домов 717,
заводов кожевенных, сальных и колокольных – 14, кладовых на пристанях, амбаров с хлебными и другими припасами – 49, торговых лавок с мелочными товарами – 38, казенный амбар с илецкой солью, питейных домов с ледниками и напитками – 4. В конце 17-го, в начале 18 века начинается развитие градостроительства. И все же, какую из попыток можно считать первым генеральным планом? Это официальный план города, завизированный Екатериной II от 27 августа 1773 года. В нем уже речь не шла о реальности, а говорилось о перспективах развития. Поэтому генеральному плану не предусматривался рост города, его границы оставались все те же. Они фиксировались городским валом и рвом, которые брали город в кольцо. Половину из того, что было в первом плане, не получилось реализовать. В этом плане был второй генеральный план, который утвердил Николай I в 1829 году. Рост города уже шел на юг, в сторону речки Трусихи. Все же в конце 19 века план города получил более упорядоченную структуру, и к 1913 году из 1000 домов 1/3 была уже каменная. По статистике, в 1879 году проживало 4498 человек, 2308 женщин, 2190 мужчин, в том числе 2450 мещан, 277 купцов, 146 дворян. В начале XIX века население его составляло 5500 жителей, а промышленность ограничивалась лесопилкой и несколькими маленькими заводами. В 1880 году здесь насчитывалось 783 дома, в том числе 33 каменных, 91 лавка и магазин, 3 училища, 2 больницы, 1 банк. В XIX веке город переживает упадок экономический. Рост замедляется, более того, в первой половине XIX века даже почти останавливается рост. Многие производства закрываются, промышленники переезжают в другие города, в Казань, Нижний, в Москву, конечно же. И поэтому Чебоксары как бы останавливаются в своем развитии. Интересно отметить, что в XIX веке название Чебоксары попадало во многие литературные произведения, как синоним такой российской захолустности, российского провинциализма. Интересно отметить, что у Салтыкова-Щедрина Михаила Евграфовича, знаменитому рассказе «Дикий помещик» боится, как бы его в Чебоксары не сослали. То есть, с одной стороны, захолустье, а с другой стороны, все-таки город был известен. На протяжении XIX века в городе были возведены всего одна каменная христорождественская церковь, 1897 год, несколько колоколен, взамен перешедших в ветхое состояние, здание тюрьмы, 1810 год, и здание духовного училища, 1847 год. Каменное жилищное строительство начинает оживать лишь на исходе века. К наиболее значительным постройкам этой поры относятся сохранившиеся до наших дней 4 строения, связанные с именами известных чебоксарских купцов Ефремовых. Ярким образцом богатого купеческого особняка конца XIX века является дом Ефремова, 1884 год, бульвар купца Ефремова, 10. В начале XX века в городе проживало 5,1 тысяч человек. Общая площадь территории вместе с пригородными селениями Геронтьевской Слободой, Лакреевкой, Усадкой, Набережной, Кнутихой, Будайкой, Селивановкой, Якимовым, Свечкиным составляла приблизительно 600 гектаров. А вот уже в 20 веке, в советское время, Чебоксары действительно переживают свой бурный рост. Конечно, это связано с тем, что Чебоксары становятся столицей Чувашской автономии. Сначала автономной области, потом автономной республики. И уже поэтому статус его повышается. И здесь строятся не только промышленные предприятия, но и значительное количество предприятий общественного, культурного сектора развития города. И город очень быстро начинает расти. Город активно застраивался. Были возведены трехэтажное здание главсуда и сохранившийся до наших дней дом крестьянина.
В 1930 году были начаты работы по составлению первого в советский период генерального плана города. Проектирование велось Ленинградским и Горьковским филиалами Института урбанистики «Гипрогор». Ярким событием в 30-е годы стало строительство первого звукового кинотеатра «Родина». В 1940 году население города Чебоксары насчитывало уже более 40 тысяч человек. Были и трудные времена. 22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии и ее союзников вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война. В горвоенкомат стали приходить люди, желающие добровольно идти на фронт и защищать Родину. В Чебоксарах формировалась 324-я Верхнеднепровская краснознаменная стрелковая и 139-я Рославльская краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизии. Обе дивизии прошли тяжкий, но славный боевой путь. В их честь в городе названы улицы. В годы войны вся промышленность города работала на оборону. В декабре 1941 года на вступившем в строй секретном 320-м заводе, позднее он стал называться «Завод имени Чапаева», была выпущена первая партия авиабомб ТГ-50. После начали выпускать и торпедно-зажигательные патроны, светящиеся бомбы, дымовые шашки. Завод освоил производство 15 видов боеприпасов, в том числе впервые в СССР осветительных бомб и парашютных ракет. 4 ноября 1941 года город Чебоксары подвергся немецкой бомбардировке. 22 бомбы упали на столицу Чувашской республики, и в результате этого авиаудара 2 человека погибли и 18 получили ранения. Здесь представлен акт, который был составлен 5 ноября на следующий день. По результатам этой бомбардировки несколько зданий в Чебоксарах были разрушены, одно уничтожено. Это бывшее здание Народного суда. Наш народ преодолел все трудности, в том числе благодаря труду и самоотдаче жителей Чебоксар. Сегодня Чебоксары – самый крупный промышленный центр Чувашии. В нем размещено более 140 промышленных предприятий из самых разных областей – машиностроение, металлообработка, текстильная промышленность, энергетика, строительство. Чебоксары – признанная электротехническая столица России. Здесь сосредоточено большое количество электротехнических предприятий, обладающих собственной научной базой. Их продукция представлена практически на всех крупных электрических, гидравлических и атомных станциях мира. Одно из старейших и крупнейших предприятий электротехнического профиля не только в Чебоксарах, но и во всей России – Чебоксарский электроаппаратный завод. Он был создан на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». В Чебоксарах расположен гигант машиностроения – концерн «Тракторные заводы». Тяжелые тракторы, трубоукладчики, бульдозеры и погрузчики его производства помогают добывать нефть, уголь и драгоценные металлы, строить дома и прокладывать дороги. Широко известен завод имени Чапаева, выпускающий химическую продукцию и потребительские товары. Приборостроительный завод «Элара» имени Ильенко, трикотажная и лентоткацкая фабрики и многие другие предприятия. Действуют ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, мебельная фабрика и предприятия пищевой промышленности. Часто можно услышать, что Чебоксары – один из известных культурных центров Поволжья. Этому определению есть множество доказательств. В городе работают более 20 музеев. Некоторые из них особенно интересны. Например, тракторный музей и музей пива. Традиции пивоварения в Чувашии чтутся до сих пор. Чувашский национальный музей, основанный в 1921 году, является крупнейшим культурно-образовательным центром Чувашии и хранилищем духовной и материальной культуры народов, издревле населявших территорию республики. Коллекции музея охватывают период от каменного века до наших дней. В городе расположено несколько театров.
оперы и балета, чувашский и русский драматические, филармония, кукольный театр, а также и театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Свидетельством высочайшего уровня этих культурных заведений являются мероприятия всероссийского и даже мирового уровня, регулярно проводимые в Чебоксарах. Много артистов, живущих и работающих в театрах города, носят звание народных и заслуженных артистов Чувашской Республики и РФ. Здесь, в Чувашском академическом драматическом театре имени Иванова, уже более 50 лет трудится народный артист СССР, лауреат государственных премий Чувашской Республики и Российской Федерации Яковлев Валерий Николаевич. С 1990 года он является художественным руководителем театра. Его супруга также работает в Чувашском драмтеатре. Здесь же работает ведущая актриса театра Вера Кузьминична Кузьмина, советская чувашская театральная актриса, мастер художественного слова, народная артистка СССР. А это наша мать-покровительница. Верно. Это одна из доминант города. Монумент «Мать-покровительница», ставший своеобразным символом чувашской столицы. Памятник производит впечатление своими размерами. Его высота 46 метров и вызывает ассоциации со знаменитой статуей Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Мемориальный парк «Победа» – место памяти. Располагается на холме, который возвышается над всем городом. Его отлично видно с берегов Чебоксарского залива. Первый монумент воинской славы здесь поставили в 1980 году. Фигуры матери со знаменем в руках и преклонившего перед ней колено солдата. У подножья холма на гранитном постаменте вечный огонь. Еще одно значимое для города место – Чебоксарский залив. Искусственный залив в историческом центре города, созданный на месте впадения реки Чебоксарки в Волгу. Он уже давно превратился в культурно-рекреационную зону, где местные жители с удовольствием проводят время. В период праздников на набережных проходят различные мероприятия. На выходных люди выбираются сюда прогуляться, поплавать на лодках и поужинать в ресторанах. Рядом с заливом на местном Арбате поставлен памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову. Великий комбинатор эффектно опирается на стул. Рядом в неуверенной позе замер предводитель дворянства. Город Чебоксары, столица Чувашской Республики, в 2019 году отпраздновал свой 550-летний юбилей. Очень отрадно, что к этому моменту город Чебоксары по численности своего населения перевалил полумиллионный рубеж. Сейчас в городе Чебоксары проживает 508 тысяч горожан. Конечно же, город и такой вечно старый, и вечно молодой, тем не менее, праздник прошел в городе на очень высоком уровне. К этому празднику в нашем городе была открыта и построена прекрасная набережная, названа в честь столицы нашей родины, города Москвы, Московской набережной. Город Чебоксары получил статус центра речного круизного туризма, и мы считаем его жемчужиной Волги. Недалеко от Лакреевского леса, прямо у жилых домов, стоит памятник уроженцу Чувашии, третьему космонавту, дважды Герою Советского Союза Андрияну Николаеву. Чебоксары и вся республика Чувашия гордится своими великими спортсменами, олимпийскими чемпионами. Вот лишь некоторые из них. Игнатьев Арделеон Васильевич, мастер спорта СССР по легкой атлетике, чемпион 1954 года и рекордсмен Европы, бронзовый призер 16-х Олимпийских игр 1956 год. Николаева Елена Николаевна, спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, серебряный призер 25-х и чемпионка 26-х Олимпийских игр, чемпионка СССР и России, чемпионка мира 2003 год, рекордсменка Европы и мира, победительница 5-го Кубка Европы 2003 года в городе Чебоксары по спортивной ходьбе на 20 километров
и Кубка мира 2004 года У нас республика очень спортивная. Каждый праздник, каждое мероприятие у нас, пока зарядку не сделаешь, праздник не начинается. Хочу пожелать, чтобы все люди, все горожане наши были здоровы в первую очередь, занимались спортом, вдохновлялись достижениями наших спортсменов, потому что это спорт, это азарт, это эмоции. Есть в нашем городе и знаменитые врачи. Святослав Николаевич Федоров, офтальмолог, глазной микрохирург, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, академик Академии медицинских наук Российской Федерации. Имеет множество наград и почетных званий. Именно Федоров предложил для замены помутневшего хрусталика искусственный протез. Разработал способ хирургической коррекции близорукости и астигматизма. Принимал участие в создании отечественных моделей инструментов, предназначенных для проведения оперативного вмешательства на стекловидном теле и хрусталике. Разработал способы лечения тромбоза вен сетчатки. По его инициативе в городе Чебоксары был открыт первый в России филиал московского МНТК микрохирургии глаза. Всем известный герой гражданской войны Василий Чапаев родился здесь, в деревне Будайка, которая давно вошла в городскую черту Чебоксар. На территории бывшей деревни Будайка, родины Чапаева, разбит сквер площадью 6 гектаров с дорожками и фонтанами. В парке находится монумент в честь Чапаева. Памятник изображает начдива верхом на коне с поднятой шашкой, именно таким, каким его привыкли видеть в фильмах про гражданскую войну. Личности Чапаева посвящен целый комплекс. В него входят музей, памятник, мемориальный дом, копия крестьянской избы семьи Чапаева, сквер и скульптурная группа из барельефов, изображающих его соратников. В 1890 году родился известный чувашский поэт Константин Васильевич Иванов. Он прожил всего 25 лет, но оставил целую энциклопедию чувашской жизни в поэме «Нарспи». В ней повествуется о трагической любви бедняка к девушке Нарспи, дочери богатых родителей. Поэта называют чувашским Пушкиным, а его имя носит Чувашский академический драматический театр. Подводя итог, хочется еще раз обратить внимание на самые важные факты. Город основан в 1469 году. И на данный момент площадь Чебоксар 250,87 квадратных километров. В составе Чебоксар 3 административных района – Калининский, Ленинский, Московский. Большинство населения по национальности – чуваши, около трети – русские. В незначительном количестве проживают также татары и представители других национальностей – марийцы, мордва, украинцы. Строительство современных зданий и богатая история города делают Чебоксары привлекательным для жизни людей. В городе проживает около 500 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет. Дедушка, что было дальше? Мой рассказ подходит к концу, но история на этом не заканчивается. Дальше дело за тобой.